Ситуация с паводком в Оренбурге остается напряженной. Количество подтопленных приусадебных участков в городе уже перевалило за 10 тысяч. С подтопленных территорий на лодках спасатели вывезли более 1500 человек. Почти 200 – это дети. Мы спасаемся. Дедушку вывезли, еле уговорили. По решению Раисы Республики в Оренбург направлен отряд МЧС. В составе сотрудники поисково-спасательной службы и работники пожарной охраны. Сводно-мобильный отряд в составе 52 человек, 10 единиц техники, 6 плавсредств, укомплектованы необходимым шансовым инструментом и мотопомпами для откачки воды. Наши спасатели уже прибыли на место и приступили к работе. В Орске уровень воды продолжает снижаться. За сутки разлив реки Урал опустился на 11 сантиметров. Спасатели откачали более 100 тысяч кубометров воды. В Оренбургскую область в 4-й раз с начала паводка прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Сегодня он посетил места подтоплений, проверил выполнение ранее данных поручений и встретился с пострадавшими. Многие сейчас находятся в пунктах временного размещения, под которые оборудовали и школьные спортзалы. Вы не представляете, с какой силой шла. Это такое течение было, человеку не удержаться, бежали бегом. У нас есть дошкольники, начиная от дошкольников и заканчивая пожилыми людьми. Мы получили огромную гуманитарную помощь, поэтому всем, кто здесь проживает, хватает. Помощь жителям области продолжают оказывать татарстанцы. Накануне из казанского пункта сбора, организованного молодогвардейцами «Единой России», отправили 800 килограммов груза. Это питьевая вода, одежда, продукты длительного хранения. Следующая отправка в среду. Партию крупы для жителей Оренбуржья закупил Всемирный конгресс татар. Также сегодня он открыл расчетный счет для сбора средств пострадавшим. Татарстан всегда был рядом и будет. Гуманитарная помощь этим только не заканчивается. В среду мы направляем 20 тонн гуманитарной помощи именно от Всемирного конгресса татар. Это 10 тонн крупы, которые нам дает татарский предприниматель, фермер из Куркачеевского района, Нияз Гарипов, а также 10 тонн будет чистая питьевая вода также направлена. Пункты сбора гуманитарной помощи открыты в городах и районах республики. Они будут работать, пока в этом есть необходимость. Дмитрий Аринин, Рания Абдрахманова, Булат Абдульманов, ТНВ, Казань, Оренбург.